Посмотрим, сколько стало. 34. 304. Зайдя в лес, она может вмиг определить возраст деревьев и условия их произрастания. Рейд с руководителем для молодых специалистов всегда означает узнать что-то новое. В профессии лесничего Варвара Михайловна Устинова уже 4 десятка лет. Работу начала в 1979 году на Колыме в должности техника лесхоза. Сегодня под ее управлением почти 3 миллиона гектаров тайги. У меня родной дядя проработал 40 лет в лесном хозяйстве, и я, несомненно, знала работу лесхоза с детства, можно сказать, да. Еще в юности романтика, природа. Требовательная и справедливая. Главный лесничий Хангаласского района для коллег не только начальник, но и хороший наставник. На работе о большой награде своего руководителя узнали из социальных сетей. Варвара Михайловна – человек скромный. Требует, показывает, учит. Мне очень повезло, что я с ней познакомился, что оказался ее работником. И я очень много подчеркнул в своей работе, очень многому научился. И как человек, она тоже очень хороший человек. За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоит звание Героя труда Российской Федерации Устиновой Варваре Михайловне. Это строки из указа президента Владимира Путина от 25 апреля 2017 года. Было такое состояние, не ошибка ли это? Ну и заодно хлынула такая радость, гордость свою профессию. Не только моя заслуга, это заслуга всех лесоводов и работников лесного хозяйства Якутии. После указа о награждении поздравления в адрес Варвары Устиновой буквально сыпятся. Глава района решил приехать лично. Спустя 38 лет житель Хангаласского района вновь удостоен высокой награды. Но она действительно заслужила. Прошла весь путь. От простого рабочего лесничества до начальника лесничества. Я думаю, что это действительно символично и показательно для всех других, в первую очередь, именно касается для молодежи. Лесничий из Якутии – одна из 5 россиян, кто получит золотую медаль Герой труда. Среди них известный режиссер Галина Волчек и первый президент Татарстана Минтимир Шаймиев. Галина Устинова получит награду из рук Владимира Путина в эту пятницу, 28 апреля, в Кремле. Айна Винокурова, Ирина Гоголева, Максим Бурцев. Вести. Хангаласский район.